Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это настоящее время глагола. На казахском языке оно звучит как «на косой шаг». Настоящее время глагола делится на две формы – простую и сложную. Сегодня мы рассмотрим только простую форму. Что же такое настоящее время глагола? Это такое время, когда действие происходит в текущий момент, то есть именно сейчас. Простая форма настоящего времени глагола образуется при помощи четырех глаголов. Это «жиру» – идти, «туру» – стоять, «жату» – лежать, «отыру» – сидеть. И далее к этим четырем глаголам присоединяются личные окончания. Когда присоединяется личное окончание, то суффикс «у» отбрасывается, как в следующих примерах. У глагола «туру» в неопределенной форме глагола есть суффикс «у», а когда мы прибавляем личное окончание, то этот суффикс «у» отбрасывается, получается «турман». И также присоединяются остальные личные окончания к данным глаголам. Турсын, турсыз. Теперь давайте поподробнее разберем эти глаголы и присоединим к ним личные окончания. Здесь стоит отметить то, что в первом лице единственного числа и в первом лице множественного числа мы присоединяем только окончания «мын», «мен» и «мыс», «мыс». Окончания, которые вы видите на экране и зачеркнуты красной линией, не используются. Итак, разберем глагол «отыр» и присоединим к нему личные окончания. Мен отырмын присоединяется личное окончание мын. Так как слово твердое, то и окончание присоединяется твердое. Переводится как «я сижу». Сен отырсын переводится «ты сидишь». Присоединяется личное окончание сын к глаголу отыр. Следующее лицо сыз отырсыз переводится как «вы сидите». Это вежливая форма. И ол отыр – он или она сидит. Далее переходим к множественному числу. Біз отырмыз присоединяется личное окончание мыс, переводится как «мы сидим». Сендер отырсындар переводится как «вы сидите». Присоединяется окончание сындар, так как слово твердое. Сіздер отырсыздар также переводится «вы сидите», но это обращение вежливое. И олар отыр переводится как «они сидят». Здесь, как видим, личные окончания не присоединяются. Если забыли, как присоединяется личное окончание, пересмотрите предыдущие уроки. Итак, разбираем следующий глагол. Глагол «туру» – «стоять». Мен тормын переводится как «я стою». Сен торсын – «ты стоишь». Сыз турсыз – «вы стоите», это вежливая форма. И ол тур – «он» или «она стоит». Множественное число біз тормыз – «мы стоим». Сендер турсындар – «вы стоите». Это множественное число. Сыздер турсыздар – также это множественное число, но вежливая форма. Также переводится «вы стоите». И олар тур – «они стоят». Следующий глагол «джиру». Мен жүрмін – «я иду». Так как слово мягкое, то присоединяются и мягкие личные окончания. В данном случае личное окончание «мен» в первом лице. То есть «я иду». Сен жүрсін – «ты идешь». Сыз жүрсіз – «вы идете». Ол жүр – «он» или «она идет». Переходим к множественному числу. Біз жүрміз – «мы идем». Сендер жүрсіңдер – «вы идете». Сіздер жүрсіздер – «вы идете». Это вежливая форма обращения. И олар жүр. Здесь нету личных окончаний, которые присоединяются к глаголу. Переводится как «они идут». Следующий глагол жатыру. Мен жатырмын – «я лежу». Сен жатырсын – «ты лежишь». Сыз жатырсыз – «вы лежите». Вежливая форма. Ол жатыр – «он» или «она лежит». Переходим к множественному числу. Біз жатырмыз переводится как «мы лежим». Сендер жатырсындар – «вы лежите», это множественное число. Сіздер жатырсыздар – «вы лежите», это вежливая форма обращения. И олар жатыр – «они лежат». Теперь давайте разберем обозначение действия глагола. Когда используется глагол тур, то действие происходит стоя. Если используется глагол жюр, то тем самым вы говорите, что какое-то действие выполняется в движении. Следующий глагол отыр, то действие будет выполняться уже сидя. И жатыр – лежа. То есть по своему значению глаголы будут различаться, если вы используете их в одном предложении. Теперь разберем значение глаголов. Глагол отыр используется только с одушевленными предметами, то есть с человеком или животными. Глагол тур показывает короткое действие в определенный промежуток времени и используется для указания, где находится предмет. То есть, если в комнате вы хотите сказать, что какой-то предмет
находится на вертикальной или горизонтальной поверхности, то используйте глагол «тур». Также этот глагол может описывать действие природы. Глагол «жюр» показывает, когда действие повторяется время от времени, то есть с определенным интервалом. То есть, если вы ходите в тренажерный зал 2 или 3 раза в неделю, то это действие повторяется. Ходите каждый день на работу или в школу, это действие тоже повторяется. Именно тогда и используется глагол «жюр». И «жатыр» – это долгое действие по времени. Допустим, если дождь будет идти целый день, то глагол «жатыр» в этом предложении будет показывать, что действие происходит долго. То есть дождь будет идти целый день. Этим мы говорим, что действие происходит очень долго в определенный промежуток времени. И теперь разберем продолжительность действия по времени. Глагол «туру» – «стоять». Это недолгое действие. То есть, допустим, если вы находитесь в больнице или в поликлинике и ждете какого-то врача и используете глагол «туру», то действие, которое вы описываете этим глаголом, будет происходить недолго, то есть короткое время. Следующий глагол «жюру» – «ходить», то действие будет продолжаться чуть-чуть дольше, чем глагол «туру». Третий глагол «туру» – «сидеть», то есть действие будет продолжаться еще дольше по времени, чем два предыдущих глагола. И глагол «жатыру» – это самое долгое действие. То есть, допустим, если взять пример, что вы кого-то ждете в больнице или поликлинике, какого-то врача, то, используя все эти 4 глагола, предложение будет переводиться по-разному. Несмотря на то, что вы будете описывать одно и то же действие, но длительность этого действия будет переводиться по-разному. То есть, если используется глагол «туру», то вы ждали в поликлинике, допустим, врача недолго, «жюру» будет занимать больше времени. Если вы сидели и кого-то ждали и используете в предложении глагол «туру», то действие будет намного дольше. Но если используете глагол «жатыру», то вы провели в поликлинике или в больнице, допустим, целые сутки или даже больше. Это самое длинное действие, которое описывает глагол «жатыру». Но на этом данный урок завершен. В следующем уроке мы продолжим рассматривать данное время и рассмотрим отрицательную и вопросительную форму данного времени. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.